Керемет Көч или волшебное путешествие, вне всяких сомнений, первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь отечественную анимацию. Вклад телесериала сложно переоценить, учитывая количество малышей, в которых почти за 20 лет главными героями Октаном, Акалай и другими персонажами были заложены базовые моральные ценности, правильные мыслительные, пищевые, гигиенические привычки и не только. Какие изменения претерпел сериал за это время? Чему он хочет научить детей и есть ли аналоги Керемет Көч в других странах? Давайте еще раз окунемся в детство, на несколько минут, и вспомним горячо любимых нами Октана, Акалай и, конечно же, их ослика. Кутманду таңың арменен достар. Через пару недель детскому анимационному проекту ЮНИСЕФ, транслировавшегося по национальному каналу КТРК и региональным телеканалам с целью стимулирования раннего развития детей через образовательно-познавательный материал на кыргызском языке, исполняется 18 лет. Давайте попробуем выделить, какие у сериала есть отличительные особенности, и сравнить их с различными аналогами в мире детской образовательной мультипликации. В первую очередь, Керемет Көч — это все-таки образовательный проект, и для эффективности передачи информации детям до 10 лет создателям нужно тщательно продумывать образы главных героев мультиков. И тут сразу же бросается в глаза то, что в нашей отечественной работе детям легко ассоциировать себя с главными героями — Октаном и Акалай. Телесериал повествует о самых обычных кыргызских ребятишках с набором самых обычных вопросов, заботящих детей. Они стараются вести себя хорошо, не огорчать родителей, беречь экологию и отличаются любознательностью. С ними детям легко себя ассоциировать и подражать им, а родителям предлагаются отличные образы, которые можно ставить детям в пример. Чего с полной уверенностью не скажешь о той же улице Сезам. Над программой работали специалисты по развитию детей, педагоги и психологи, а сценарий был составлен так, чтобы обучать чтению и счету, рассказывать об основных нормах и ценностях общества и разрешать конфликты мирным путем. Программа представляет из себя микс различных жанров. Тут вам и живая игра актеров, и комедийные скетчи, и анимация, и документальные видеосюжеты, а визитной карточкой передачи является кукольный театр. То есть на улице Сезам можно встретить самые разные жанры, а многие герои передачи — различные куклы. Бесспорно колоритные и интересные, но все-таки монстры. Неизвестно, насколько дети могут себя с ними ассоциировать, как в случае с Октаном и Акалай. Поймите правильно, не хочется, чтобы у вас создалось впечатление, что это какая-то ерундовая передача. Это культовая международная программа с десятками адаптаций в разных странах и одной из самых больших аудиторий в мире, составляющей по приблизительным оценкам 150 миллионов детей в 150 странах. Согласно исследованию Марес и Пана, в 2013 году дети, особенно из семей с низким и средним уровнем дохода, смотревшие улицу Сезам, демонстрировали улучшения в навыках чтения и счета, социальных навыках и рассуждениях, а также в понимании окружающего мира, включая вопросы здоровья и безопасности. Но прижилась бы улица у нас так же эффективно, точного ответа мы не знаем. Зато известно, что согласно исследованию университета Куинс, 98% детей в возрасте от 3 до 6 лет, смотревшие Керемет Көч, перенимали поведение, которое им транслировали герои. Оценка показала, что телесериал помог детям приобрести базовые навыки, скорректировать поведение, научиться распознавать буквы, малыши стали лучше говорить и улучшили подготовку к школе. Ровно то же самое можно сказать и о многих других детских сериалах. Например, эфиопском мультике «Цехая любит учиться», о кукольном анимированном жирафе, знакомящем молодых зрителей с эфиопской культурой и развивающем у них навыки распознавания букв и речь. Мы не знаем, насколько эффективно у кыргызских детей была бы возможность ассоциировать себя с кукольными персонажами в экспериментальных форматах, но точно знаем, что Керемет Көч справилась с этим успешно. Во-вторых, проект «Детище ЮНИСЕФ» детского фонда и структуры ООН, одновременно с этим прошедшая госцензуру, поскольку передача шла по национальному телеканалу, а это уже о многом говорит. Так как каждая серия Керемет Көч отвечает ООНовским стандартам и национальным интересам. Передача более десятка лет рассказывала кыргызским детям об универсальных ценностях через понятные и доступные для них образы.
Важно осознавать, что в нулевые во всей происходящей вокруг неразберихи и суматохи было очень важно правильно донести до детей универсальные ценности, без сексизма, ксенофобии и прочих подтекстов, с избытком встречавшихся в работах тех лет, а также на как можно более широкую публику. Результатом подобной работы явился Керемет Көч, покрывший спектр самых различных тем, от распознавания букв, гигиенических привычек до заботы об экологии и даже финансовой грамотности. Можно только похвалить ЮНИСЕФ за то, что организация повсеместно использовала полюбившихся персонажей в целях обучения на всевозможных мероприятиях. В июне 2017 года даже вышла книга о взрослеющей Акалай, которую в 10 лет начинает пугать изменения в ее организме и в простой и легкой форме знакомит юных читательниц с понятием менструации. Отдельного упоминания заслуживает включение авторами в сценарий второстепенных персонажей других национальностей – Алены и Алишера, ребенка с инвалидностью Бермет, а также антагониста Телебая Тентека и говорящего ослика Такая, продвигая таким образом идею инклюзивного общества, с детства приучивая к толерантности. Мультфильм был адаптирован на турецкий язык и показан на канале ТРТ Аваз. А один из авторов, Улан Дубанаев, позже приступил к реализации похожего проекта и в Казахстане, что является прямым подтверждением успешности проекта, в то время как Кыргызпочтасы выпустила почтовую марку, посвященную 30-летию присоединения Кыргызстана к Конвенции о правах ребенка и разработанную Татьяной Зеленской. Подводя итоги, та же нигерийская Бино и Фино, повествующая о родных брате и сестре, узнающих больше об африканской истории и культуре, или британская Go Jetters о 4 героях, путешествующих по миру и знакомящих зрителей с культурой разных стран, несомненно внесли большой вклад в раннее развитие детей. Но Керемет Көч занимает особое место среди подобных детских сериалов, благодаря количеству важности охваченных тем от идей инклюзивного общества и универсальных ценностей до знакомства с культурой и заботы об окружающей среде. Мы, как редакция Evidence, выражаем глубокую благодарность авторам Керемет Көч за прекрасное детство. Увидимся в следующих выпусках.